ГСП онлайн. Городские новости сейчас. После праздников город столкнулся с заваленными мусором площадками. Среди причин назывались холода, которые стояли последние дни новогодних каникул. Дескать, гидравлика на спецтехнике не работает, а значит и вывозить не получится. Однако, как выясняется, неожиданностью в кавычках морозы не были, и о них предупреждали соответствующие службы. Сначала поясню, что мы в принципе предполагали, что такая ситуация может возникнуть еще в декабре прошлого года. Поэтому мы заранее до всех управляющих компаний довели письма с тем, чтобы они пересмотрели свои графики вывоза с учетом этих аномальных морозов. Да, и кроме этого, мы отдельно еще на совещании в администрации еще раз поставили такую задачу. Однако мы услышаны не были. То есть управляющие компании пошли по пути, скажем так, экономии своих средств. Да? То есть они, понятно, что гидравлика этих мусоровозов рассчитана только на температуру там, выше минус 30, да? То есть они в принципе свою функцию не могут выполнять при минус 40, то, что было у нас. Но никто не запрещает им, скажем так, проехать там с тракторной телегой, самосвалом, вручную загрузить, гоном там, и так далее. То есть суть-то стоит в том, чтобы не то, чтобы вывести весь мусор, да, главное не обеспечить хотя бы отсутствие загрязнения вокруг площадки. 10 января вывоз мусора продолжился. Где-то площадки уже почищены, где-то все не так радужно. В управлении ЖКХ прокомментировали, что акты о нарушениях и наличии мусора на площадках направят в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, а если надо, и в природоохранную прокуратуру. Но вот вопрос, а если морозы будут снова? И не пару дней, а неделю, или две, или больше? Готов ли город к вывозу мусора в такой ситуации и не лягут ли дополнительные расходы на плечи обычных людей? Мы организуем, потом обеспечиваем, скажем так, это выполнение. То есть, в первую очередь должны управляющие компании подумать о том, как они будут работать в сильные морозы, если они будут, там, допустим, 2 недели идти. Путем, не знаю, покупки своей техники дополнительной какой-то, да, либо привлечения каких-то сторонних организаций. То есть это в первую очередь как бы возлагается на управляющую компанию. Знаете, что тариф на содержание и ремонт по дому, да, формируется исходя из договора управления. То есть перечень работ там уже определен. Каждая работа оценена. То есть все, что касается, допустим, дополнительных каких-то расходов, да, это могут быть дополнительные какие-то накладные расходы самой организации. То есть вешать, скажем так, на собственников эти расходы они не вправе. То есть все, что описано в договоре, все, он закрытый, больше ничего нельзя. Если вы желаете что-либо, допустим, дополнительно сделать по дому, только в отношении дома, вы обязаны провести общее собрание, вынести этот вопрос на повестку дня на собрание, да, и если решение будет принято, то только после этого управляющая компания вправе будет включить эти расходы жильцам. Проверка по актам нарушений может занять до 30 дней. И есть соответствующие санкции, вплоть до лишения управляющей компании лицензии. До этого, может, и не дойдет. Будут ли штрафы для УК, тоже пока не ясно. Главное другое, чтобы в следующий раз соответствующие службы были готовы и не случился день сурка.